за те темы, которые мы прошли, кто успел уже протестировать те программы, может, кто-то уже внедрил работу, может, кто-то поделиться своим опытом. Можно как в чате, можно так звук включить и рассказать. Буду очень рада вас послушать. Кто успел? Здравствуйте, Канукей. Здравствуйте. Ну, я попробовала вот на Прezi создать презентацию. Ну, просто я Мгм. ввела тему, какую Мгм. хотела. Потом там дальше я ввела именно о чем будет тоже в одном предложении. Так, у вас звук исчез. Ой, сама программа, я вот тему написала, потом о чем будет обсуждаться в этой презентации, тоже в одном предложении написала, и сама программа уже как бы создала презентацию. Мгм. А вы, получается, в PDF документ внесли или нет? Не Нет, загрузили? ничего не делала, я хотела просто проверить. Там вот Мгм. два этих предложения, и сама вот эта программа создала презентацию, видимо, все из интернета через, то есть искусственный интеллект сам вот создал все, какие Мгм. проблемные, какие необходимые, что вот это все, и я вот как просто, ну, как пример сделала и просто отправила в эту группу Мгм. Да, в я видела в Телеграме. группе. Классно. Вот только два предложения написала. Ага. А вообще получилось попробовать другие Да. программы, да? Нет, другие вот, я хочу теперь вот, потом я хотела показать одной заведующей, которую мы хотели совместно сделать, но просто у нас отчет был один, поэтому не успела. Но я позже обязательно покажу. Я хочу Мгм. вот этот именно такую презентацию в будущем Мгм. делать. Да, обязательно попробуйте, И даже если... заметку показывала вот своему сектору, вот специалистам, как можно вот, оказывается, заметку делать, потом цвета выделять, и акасадаты, вот это все напоминание со временем, с названием, и можно это делиться между электронными Мгм. почтами. Да я им А это им понравилось вообще? Или они Да, были хотя бы заинтересованы? да, были заинтересованы. Отлично, классно. Даже если во время этих вебинаров, во время этого периода не успеете использовать программу, посмотреть, то у вас еще есть время, и я буду очень рада, если кому-то получится внедрить в свою работу, или не обязательно в работу, но можно и в своих каких-то личных планах тоже, да? Да. Ну вот эта заметка прям я не углубляла, не углубленно не смотрела, не искала в Ага. интернете, а Мгм. вот именно заметку такую хотела. А вот М. теперь вот буду использовать в будущем. Ну, это очень хорошо. У кого еще какой опыт? Гимндағы тексеріп қарап көрді. Бізде Trello өткенбіз, Асананы өткенбіз, анан презентация боюнча программаларды өткенбіз, анан заметкалар боюнча, облачные хранилища. Гимндағы кандай нерселерди карап көрдү, текшерип көрдү. Балким уже колдонуп жатасыңар. Ну, если нет желающих, эч ким жооп бергиси келбесе, анда биздин темабызды баштай берелик, а. Я сегодня решила вас не томить, не перегружать. То есть такой практики не будет, тяжело вам не будет, в основном просто теория, да? Вот. Так, начнем. Я поделюсь своим экраном. Видно, да, что? Так, мне послышалось или кто-то что-то сказал? Так, всем все видно, да? Так. Тема у нас сегодня такая интересная и крайне важная, называется цифровая безопасность. Вот о чем будет этот вебинар, да, вообще про что такое цифровая безопасность? Сана илиптик коопсуздук болуп калат, ошол эмне анан персональные данные, какие вообще угрозы есть в интернете, в цифровом пространстве, современные мошеннические схемы и вообще как в целом в интернете защитить себя, да?
В первую очередь мой вопрос такой: что вы знаете о цифровой безопасности? Кыргызча деле жооп бере берсеңер болот, орусча деле айта берсеңер болот, баарын түшүнөм. Санариптик коопсуздук жөнүндө окуңар белиңер. Что вы знаете вообще о цифровой безопасности? Можете написать, можете проговорить. Можно, да, я скажу? Да, конечно. Ну, цифровая безопасность, мне кажется, сейчас, как с появлением вот цифровизации, все более и более становится актуальным, потому что вот эта утечка информации, личных данных, персональных данных, вот речь идет, кроме этого, даже вот, которые госорганы между собой используют в СЭДе, тоже Мгм. вот очень утечка, вот, например, документов, которые выплывают в соцсеть, всякие документы официальные, Мгм. тоже. Кроме этого, вот если мы до этого еще знаем, какие эти антивирусные программы есть, да, Мгм. тоже, наверное, туда входит. Да, цифровую безопасность, да? Да. Хорошо. Спасибо большое. Тут еще пишут: у вас анарип коопсуздугун сактоо өтө маанилүү. Это когда везде нужно пароли ставить как замки в сейфах. Классный ответ. Я прошу вас быть очень активными, потому что таким образом я буду знать, понимаете ли вы эту тему или не понимаете, что-то непонятно сразу объясню, да, потому что немного так непривычно, когда это все равно онлайн, и непривычно, не знаешь, как это участникам понятно или непонятно, да. Вообще, цифровая безопасность — это своего рода профилактика, да. Простым способом, ну, простыми словами говоря, это меры, которые помогают вам защищаться, защищать, вашу информацию, ваши персональные данные а также ваши устройства. Так, защита, ага, устройств, хорошо. М, вот, зачем нужна цифровая безопасность? Это вопрос к вам. Эмнеге маанилүү, эмнеге керек? Маанилүүбү негизи? Так, конечно, ага. Маанилүү, ага. Эмнеге ошо маанилүү, да? Зачем вот нужна нам цифровая безопасность? Чтобы защитить свои данные, хорошо, хорошо. Так, конечно, нам нужна цифровая безопасность, потому что, почти все наши данные, вся всё, что у нас есть, мы храним в цифровом мире, да. Соответственно, это не всегда безопасно, и нужно знать, да, колдонуп жаткан маалыматты коргоо үчүн, да, чтобы защитить данные, да. Вот, к сожалению, вот цифровая грамотность у нашего населения, она низкая, потому что в школах, там, университетах этому нигде не обучают, и информации по поводу этой темы на кыргызском почти нету, да. А это как раз та тема, которую руководители и сотрудники, они должны знать, да, как в рабочем плане, так и в личном плане, так как мы живем в цифровое время, да. Вот. Что такое персональные данные? Кто знает, что такое персональные данные? Персональные данные — это касаемо каждого личного человека, паспортные данные, Мгм. вот это ИНН туда входит. Мгм. Ну, вроде бы кажется, да, просто какое-то простое слово персональные данные, да. Многие не придают такого-то значения, и даже, может быть, не знают, что это такое, да. Везде слышим, но что именно это такое, возможно, не знаем. Колдонуп так, документы наши, личные адреса, хорошо. Мгм. Или год рождения, ИНН, адрес и Мгм. так далее. Мгм.
То есть, да, это любая информация, которая относится к конкретному физическому лицу, да, и позволяет его идентифицировать. А, Вот, то есть, как вы уже правильно отметили, это фамилия, имя, отчество, это дата и место рождения, это паспортные данные, это адрес проживания или регистрации, номер телефона, адрес электронной почты тоже относится к данным. ИНН, СНИЛС — это страховой номер социального фонда, да? Фото или видео даже может быть вашими личными данными. IP-адрес — это, ну, интернет, да, больше интернета касается, то есть с того интернета, в который вы заходите, там есть IP-адрес. Биометрические данные тоже никто не назвал, кстати. Это отпечатки пальцев, изображение лица, это тоже входит а, в персональные данные. Все, что касательно данного работника. Ну, не обязательно работника, но и вообще любого физического лица, да, ну, любого человека, скажем так. А, Из этого списка что вам новое показалось? Ну, это вы все знали или что-то вас удивило, что-то вы не знали, что это касается персональных данных? Насчет социального фонда вы сказали, вот это я не думала. Не знали, да? Вот это Нет, тоже, да, нет. относится. Мгм. Многие обычные участники, когда вот им рассказываешь про персональные данные, они адрес электронной почты, например, не вносят в персональные, да, не относят. Биометрические данные тоже не думают, что это вот относятся, да, к персональным данным. Да, снилось. Ага. Вот. Когда люди вообще узнали, что их персональные данные в интернете не в безопасности? Кто знает? Ну, не знаю, это правильно или нет, но вот очень много сейчас участились же случаи, когда мошенники начали, Мгм. даже начали говорить, что когда по WhatsApp звонят, уже могут персональные данные вот Мгм. Мгм. красть. Ага, тут говорят, когда начали случаи мошенничества, всегда знала через соцсети недавно. Ага, это лично касательно вас, а вообще в целом, да, когда, скажем так, мир узнал, да, потому что не всегда же было так, что интернет появился, и люди сразу поняли, что, ага, у нас есть персональные данные, и они в безопасности. Это же не всегда так было, да? Вот когда думаете, Ну, когда начали, наверное, вводить данные вводить данные и куда? интернет, ну, как бы Мгм. все вот как в электронную эту, наверное, я так думаю. Ага. Люди начали создавать аккаунты или почты или что-то со своими данными, и они сразу поняли, да? Можно я отвечу? Здравствуйте еще раз. Я Здравствуйте, думаю, да. когда начали, наоборот, получается, когда начали сливать вот эту информацию, что Мгм. данные, мне кажется, вот так, я считаю вообще, что вот эти Мгм. бесплатные приложения, они Мгм. очень небезопасные, Мгм. потому что там нету гарантии, что наши данные, они не будут там третьим лицам передаваться или там продаваться, что ли, вот типа такого. Мгм. Мгм. Хорошо. Но, да, вы все вокруг да около отвечаете, но вот весь мир, когда узнал, это не знаете, да? Я сейчас вам расскажу. Так, кто-нибудь знает этого человека? Тут, конечно, изображение некачественное, но тем не менее. Кто-нибудь Да-да-да, знаем, знаем. знаете, да? Мгм, мгм. Отлично. А где вы узнали? Про него я забыла, как его зовут. Он, да, получается, на правительство США, по-моему, работал. Про Ага, него еще документальный фильм есть. да. То есть это очень такой известный человек, можно сказать. Нет, он не хакер. Так, сейчас ответы я тоже смотрю. Хакер. Нет, он не хакер.
Это очень известная личность, его зовут Эдвард Сноуден. А, Он родился, вырос в США и работал в ЦРУ и в Агентстве национальной безопасности США. Вот, то есть по молодости у него тоже такая романтизация этой работы была, он мечтал в нее попасть, и когда пришел, и когда изнутри вот эту всю систему увидел, он ужаснулся и понял, насколько вот эта служба слежки США, насколько она работает и насколько она не просто вот собирает данные, да, она следит за миллиардами людей в мире, не только там за посольствами, за высокопоставленными чиновниками, а именно даже за людьми, которые, казалось бы, вообще вот они не несут какую-то угрозу или важность для них, да, для Америки, да, для правительства. И он узнал, насколько вот идет слежка через камеры, через вот ноутбуки, через компьютеры, и рассказал про программу одну, называется «Призм», и эта программа, она именно сотрудничала с такими компаниями, как Google, Facebook, там YouTube, и с другими такими крупными корпорациями, которые именно давали доступ к миллионам пользователям, да. Таким образом, они могли получать их данные, начиная от переписок, заканчивая там паспортами, номерами, фотографиями и видео, да. Зачем это они делали? Они собирали, анализировали, следили за всем миром, можно так сказать, да. И в 2013 году он все-таки решил это все в себе не держать и рассказать всему миру. Он связался с такими большими СМИ, как The Guardian и The Washington Post. Вот, с их журналистом связался и им рассказал, как все обстоит, да, как вот следят за людьми. И это было настолько прям на мировом уровне, а, на мировом уровне такой, вот такая новость, да, которая не может оставить равнодушным людей, да. И вот как только он это передал данные, он улетел в Гонконг, после этого улетел в Россию. С 2013 года он живет в России и получил даже гражданство. То есть в Америку он никогда не вернется, потому что там его тепло не встретят, да. То есть есть две категории людей. Одни считают его там героем, что он молодец, что он всем рассказал про эту историю, что весь мир теперь знает, что свободы в интернете нет, никакой безопасности нету, все под угрозой, личные данные под угрозой. А другая часть людей — это те люди, которые считают его предателем, да, что он просто предал свою страну и на самом деле ничего полезного такого не сказал. Но именно после этого случая многие страны, они начали всерьез беспокоиться об этом, да, то есть Европейский Союз, он прям а, создал, прям разработал законы целые по прозрачности. Он такой закон, который заставляет такие компании быть прозрачными, именно говорить о том, какие данные они берут у людей, да, какие данные хранятся у них, да, в этом плане быть прозрачными. И США, что там произошло после этого случая? Ну, вроде какие-то суды были, что-то, да, происходило там, но скорее всего, это в каком-то состоянии все равно сохранилось, немного что-то да поменялось, но в целом все так же осталось, да. Но суть в том, что кажется, именно после этого случая все вот эти корпорации начали уведомлять людей о том, что они берут их данные, у них есть доступ, они у них хранятся, да. То есть, когда вы заходите там, когда вы скачиваете какое-то приложение, оно же всегда вот так, это сообщение такое выходит: ознакомьтесь с нашими условиями, да, и там с нашим договором. Или можно ли получить доступ там к вашему адресу, ну, локации, да, локации, там, фотографиям, видео, сообщениям, да, у любого приложения есть
такое сообщение, когда вы скачиваете и хотите установить. Но суть в том, что если ты не поставишь галочку, в любом случае это приложение, оно не будет работать, да? Соответственно, в любом случае приходится вынужденно поставить галочки, и в любом случае они имеют доступ к вашим персональным данным, но просто в этом случае вы знаете, вы теперь проинформированы, да? Вот. Кто узнает про это первый раз? Про него Окей, я здравствуйте. слышу первый раз. Здравствуйте, ага. Так. У меня сын закончил, он информационная безопасность, специальность информационной безопасности. Мгм. Он сейчас работает в крупной компании. Мгм. Он мне говорил, что в Кыргызстане, то есть очень легко войти на любую, то есть можно на любую информацию можно найти, тем более через Да. искусственный интеллект. То есть у нас данные, оказывается, до такой степени, как Не бы сказать, защищены. да, не защищенный нигде. Всю информацию, он говорил мне, что любую информацию можно найти про любого. Да. Спасибо, что Но вы как сейчас раз-таки... это было, когда он только заканчивал, уже 4 года. Сейчас, Мгм. наверное, надеюсь, что уже более-менее мы, наверное, уже защищены. Это было Мгм. 4 года назад. Мгм. Когда он писал дипломную, я там Мгм. некоторые, там, ну, им подсказывал, он говорит, ну, это легко можно найти, это легко можно войти, короче. Мгм. Тогда я очень удивилась, что мы вообще даже не защищены, но сейчас надеюсь, что у нас эти умные, то есть у нас айтишники все умные, Мгм. надеюсь, они делают, они защищают одновременно и этот. Ага. Я тоже слышала и была в шоке, и думаю, что на государственном уровне надо защищать своих граждан. Спасибо большое, что прям вы мне напомнили. Это прям такой момент. Насчет этого момента я хочу сказать, что это та вещь, где у нас нет выбора, да, у нас нет какого-то контроля. То есть, когда вы идете в ЦОН или в любые другие государственные там места, там же везде требуются ваши персональные данные, да, даже просто, чтобы получить симку, нужно свои паспортные данные давать, там договора подписывать, в банк пойдете, то же самое, в ЦОН пойдете, то же самое, везде берут ваши персональные данные. И я всегда стараюсь этот документ читать, да, они же быстро, на, типа, подпишите, подпишите, и все, да. Там неважно, главное, чтобы подписали, если не подпишите, мы вам не можем дать доступ, или мы вам не дадим эту услугу, или еще что-то, да. Я всегда читаю этот документ, и там про персональные данные есть большой блок, говорится, где будут храниться, там, что с ними будут делаться. Но суть-то в том, что хорошо, они хранят у себя на серверах, но откуда мы знаем, что эти сервера достаточно защищенные, да, что их не могут там взломать или украсть наши данные. Это же под вопросом, никто же нам не гарантирует, там же в бумаге нигде не написано, мы вам гарантируем, что вот эти ваши данные у нас останутся, да, нигде такого нету. Плюс еще один момент, нету даже такого пункта. В случае, если ваши данные пропадут, или их украдут, или взломают, там мы вам дадим какую-то компенсацию, или там будет такое-то, такое-то. Ничего про такого не написано. И еще третий момент. Всегда такой пункт разрешить передавать личные данные третьим лицам. Я всегда спрашиваю, кто такие третьи лица, да? Кому вы будете передавать? А так как это просто сотрудники, которые автоматически занимаются бумагами, там, всякими такими вещами, им это не интересно, они сами даже не в курсе, не знают. Главное, просто подпиши и уходи, да? А третьи лица, это же могут быть любые лица, то есть это же очень обширное понятие. Поэтому да, это то поле, где у нас нету контроля и где у нас нету выбора. Хочешь какую-то услугу получать, хочешь какие-то вещи получать, да, нужно давать свои персональные данные, но никакой гарантии, никакой защиты, ничего там нет, да? Вот. Вот такие не очень хорошие новости, да? Да, про него вы можете посмотреть документальные фильмы, вообще в целом тоже выходили различные фильмы. Вот я из всех смотрела фильм «Сноуден», посмотрите, очень интересно, для, вот, чтобы быть в курсе, да?
В чем ценность персональных данных? Почему все говорят про персональные данные? Вот мы все время говорим персональные данные, данные. Потому что когда вот случилось вот это событие со Сноуденом, когда люди про это узнали, там было очень много людей, которые сказали, ну и что, я не звезда, я неизвестная личность, мне все равно. Пусть все, что хотят, пусть наблюдают за мной, смотрят мои данные, да. То есть таких людей на самом деле очень много. Большинство людей думают там, мол, мне скрывать нечего, да. Как я уже до этого сказала, из-за того, что цифровая грамотность, она на низком уровне, большинство людей, они халатно относятся к своим персональным данным, да. Думают, ну, окей, да. Так в чем же ценность? Ну, наверное, это же про нас. У Мгм. каждого человека же есть своя вот воля. Мгм. Мы должны вот сохранить, защитить свою, как сказать, өзіңнің шекараңды, то есть. А здесь Мгм. получается, например, вот Тюндюк, с одной стороны, хорошо, то, что Мгм. наши данные есть, то есть мы нигде куда-то идем, например, документы таскать не надо. Но с другой Мгм. стороны, в Тюндюке там все наши данные, все про нас, там все есть. Но там же люди сидят, работают. Надеюсь, что Да, везде человеческий фактор, да? везде, да, это же не дядь, не этот же, не искусственный интеллект, они люди же работают там. Да. Поэтому как дальше будет, я не Мгм. знаю. Как Ну, вот вы защитить затронули, данные. ага, вы затронули насчет Тиндук. Я даже вот у моих знакомых был такой случай, когда работодатель имел доступ к Тиндук работников, да, своих сотрудников. То есть это же как-то нарушение также не должно быть, чтобы ты можешь в чужое приложение заходить, в чужие данные смотреть. А там, получается, работодатель полностью, он имел доступ, он мог в любое время заходить, там все, что нужно, там себе там, распечатывать или там сохранять, да, то есть вот, опять же таки, о чем я говорю, да, цифровая неграмотность, да, вот цифровая грамотность, она низкая, поэтому вот такие моменты и допускаются, да. Саламатсыздар, кешіріп қойыңыздар. Саламатсыз ба? Здесь, мне кажется, должно государство побеспокоиться. Мгм. Цифровая безопасность дегенде, о чем речь идет, когда если в банках персональным данным, когда в банке есть персональные, да, доступ к персональным данным каждого гражданина. Банктарда, Мгм. госучрежденияларда, например, скажем, айлық үкіметтерде доступ бар, но айлық үкімет в силу өзүнүн жумушунун чегинде гана колдонуп атат да анычы. А вот Мгм. банктар, там ладно еще если госбанк будет. У нас же в частных банктарда для доступ бар да, ар бирибиз персональный данныйлардачы. Мгм. Мгм. Вот тут вот у нас очень большой пробел идет. И потом по поводу того, что понимаем или не понимаем, что подвергаемся опасности дегенде, мне кажется, у нас в стране где-то 40% понимаем, что у нас подвергаем себя опасности деген. Қалған 60% вот в силу того, что мы сработаем с населением, не все Мгм. понимают өздерінің то, что персональные данные у них могут украсть, да, бірдеке деп. И недалек тот день, когда у нас, наверное, массово, вот как в России было, как за рубежом было, без меня женили дегенде, без меня взяли кредит дегенде. Мне кажется, у нас это, если начнется, это будет очень большой такой массово башталат болуш керек, да? Мгм. Ну да, вы выразили такую обеспокоенность, которая на самом деле она не беспочвенная, она есть на самом деле, да. Но, как я Я говорю, каждый день за это боюсь. Я каждый день боюсь. да-да, потому что, да, это одна же из потребностей людей, да, быть в безопасности, да. Но тут, конечно, у нас, как я уже сказала, у нас нет выбора и у нас нет контроля над этим. Просто
понадеемся, что все там нормально и как бы вот все, что мы можем сделать, да, ну что когда этого сказали, что наши айтишники хорошо работают, и они обеспечивают безопасность, да, вот. А в чем именно ценность? Почему вот постоянно говорим про персональные данные? Почему вот важно, почему это ценно? Потому что вот э, для тех, кто вот крадет наши персональные данные, это в первую очередь какая-то выгода. Везде там, где есть фейки, дезинформация, там кража данных, все, где вот это все фигурирует, там в первую очередь стоит выгода, то есть деньги, да. Например, приведу такой пример. В целом есть интернет-компании, большие, крупные корпорации, да, не будем маленьких брать, и им не по силам и не по деньгам это. Есть очень большие, крупные корпорации, которым важно, чтобы мы покупали их там продукты, да, а для того, чтобы мы покупали их продукты, они должны лучше про нас знать, да, поэтому такие корпорации, они покупают личные данные у того же Google, у Facebook, да, который выдает эти персональные данные там. А, Например, допустим, вы ищете билеты в отпуск, да, и тут же сразу появляются туры, тут же сразу появляются отели, страховки, вам постоянно начинает проходить вот эта вот назойливая реклама, да, повсюду. Это все возможно, потому что есть данные, где вы были, где вы находитесь, что вы искали и что вы покупаете, да. В этом случае, да, вот а, поэтому и персональные данные, они ценны, да, имеют ценность. А, И, конечно, как вы уже упомянули, персональные данные – это очень важный ресурс для мошенников, потому что если у мошенников есть ваши данные, они могут легко там оформить кредит, взломать аккаунты, там, провести телефонное мошенничество или отправить какое-то фальшивое письмо, да. В общем, опять же, все идет к деньгам, да, к выгоде. Не стоит забывать, что наши персональные данные – это наша личность в цифре. То есть цифровой мир, он также и важен, как и настоящий, скажем так, мир, да, реальный мир. Потому что многие люди думают, что вот все, что происходит в реальном мире, это важно, а то, что цифровое, это я когда захожу, оно существует, когда выхожу, оно больше не существует, да, но это на самом деле так не работает, потому что на самом деле это тоже нужно представлять как другой мир, да, как тоже реальный мир, там тоже вы оставляете свой след, все, что вы туда вводите, ваши там имя, там паспортные, банковские данные, какие-то свои интересы, фотографии, все, даже если вы удаляете, оно все равно остается в интернете, да. То есть к этому тоже нужно подходить очень серьезно и с осторожностью, да. Пожалуйста, сейчас попробуйте зайти на вот этот вот сайт haveibeenfound.com. Я сейчас попробую в чат отправить. Так, попробуйте зайти на этот сайт и вот сюда ввести свой email, да? Например, вот так. Вводите email и нажимаете на Pond. И это вообще сайт для чего? Для того, чтобы посмотреть, была ли утечка ваших данных или нет, да? Вот я ввела свой email, тут говорит хорошие новости, ничего не найдено, да? Но если у вас выйдет тут красным, она должна обязательно показать, в каких сайтах ваши данные были, ну, это была утечка, да, в каких именно сайтах. Попробуйте через Google заходить, да, просто вот эту ссылку берете и туда заходите.
У кого что получилось, вы можете в чате написать. Ну, вообще, я вбивала один свой имейл, и он у меня утечку показал, да? Когда такое показывать, не надо пугаться, просто можно отписаться от каких-то сайтов. Там же бывает обычно рассылки, да, на какие-то веб-сайты заходите, и просто автоматически бывает, там подпишешься, и все, потом начинает спам в этот весь приходить, да. Вот от них нужно отписаться и поменять пароль, да. Pochtani жазгандан кийин эмнени басыш керек? Вот этот понт. Дайте знать, получается ли, у кого что получилось. Так, good news вышла. Это значит хорошо. Если у вас несколько имейлов, можете вот их все посмотреть для интереса, да? Взлома нет, ага. Получилось красным показывает. А что конкретно там показывает? Что этот вышло, да? Добрый вечер. У меня здесь вышло, но по-английски я не умею читать Если у там. вас, ага, если вот так у вас зеленым вышло, значит все хорошо. Если красным вышло, значит не очень хорошо. Зеленый. Ну, значит хорошо. Значит проблем нет. Ага, спасибо. Мгм. Это такой сайт, который был создан одним волонтером для того, чтобы именно проверять утечку данных. После того, как вот это событие произошло со Сноуденом, многие люди активно начали интересоваться различными такими сайтами, да, и начали переходить в сайты, мессенджеры и браузеры, которые имеют шифрование, да. Есть такие именно сайты, есть даже, вот мы же пользуемся Гуглом, да? Так, сейчас. О нет, взломан один раз и не найдено одной вставки. Ага. Нужно посмотреть, что за сообщение выходит именно. Вот этот сайт именно, если взломан, показывает, какой сайт взломал или где было взломано, да? Все, А так, вот мы, вот мы же пользуемся, например, Гуглом, да, для поиска чего-либо. А есть такие браузеры, которые имеют шифрование. То есть все, что вы вводите туда, ваши данные, они автоматически шифруются. И даже если мошенники м, найдут доступ, то есть они получат эти данные, они не смогут это прочитать, потому что там есть шифр, да? Ага. Решил что-то синий норма. Ага. Зеленая вышла и на английском. Да, синий норма. Ага. Отлично. Ну, когда у вас будет время, вообще поинтересуйтесь такими тоже альтернативными сайтами, там, браузерами, социальными сетями, мессенджерами. Даже есть альтернативные там почты, да, где можно писать, и все будет шифром. А зеленый, нет, зеленый норма, зеленый хорошо, good news. Вот. Ну, я думаю, все успели, наверное, да? Уже все, да? Хорошо, ага. Ну, надеюсь, все успели. Мы пойдем дальше, да? Где хранятся ваши персональные данные? Ну, это такой риторический вопрос, да? Сейчас. Зеленый, хорошо. Это риторический вопрос, потому что помимо там
серверов компаний, помимо того, что мы сказали про государственные, негосударственные, частные, там различные сервера, в целом, если иметь в виду про нас, про всех, где мы обычно храним наши данные, это в первую очередь наши смартфоны, да. Потеряем смартфон, все, там вся жизнь теряется, да, фотографии, видео, документы, сообщения, облачное хранилище, почта, банковские приложения, да. То есть в современном мире потерять телефон – это такой реальный страх у людей, потому что теряется все самое важное, да. Ноутбуки тоже, там хранятся то же самое, что и в смартфонах. Потом есть, часто вы, наверное, пользуетесь внешними накопителями, да, там флешками, SSD-флешки тоже есть такие, а, хранилища с большей памятью, которые хранят вот ваши тоже фото, видео, документы, файлы. И это просто, ну, до сих пор есть бумаги, да, не будем это отменять. Там документы, отчеты, договора и так далее. Это же тоже входит в данные. Так, ну, мы сейчас, так, сейчас я посмотрю сообщение, вижу, облако, ага, в облаке тоже храним. Сейчас мы посмотрим, какие вообще угрозы существуют в цифровом пространстве, да? А какие вообще вы угрозы знаете? До этого прозвучали там мошенники, что еще прозвучало там? Ну, в общем, про кражи в основном и про мошенничество, да? Вирусы. Угу. Что еще? Какие угрозы есть? Прослушки, окей, еще. Больше нет угроз, да? Хорошо, угроз на самом деле очень много. Это все-таки интернет. И как и в реальном мире, в цифровом тоже есть свои угрозы внешние. Внешние что? Мгм. Так, конечно, вы правильно отметили, что это компьютерные вирусы. А что такое компьютерные вирусы? Кто знает? Мошенничество тоже есть, да. Ну, например, вот в том уроке у меня я не могла не могла включить ноутбук, он не работал вообще. Мгм. А потом сказали, что когда это дети скачивали игры, вот вирусы попали. Мгм. Он перестает работать вообще. Мгм. Так, специально созданный прок, вирус съедает информацию. Вообще, какое у вас представление о компьютерных вирусах? Аннаке, я думаю, что это специальные программы, которые специально э, придуманные, то есть с хакерами, не знаю, может быть, информационной безопасности, которые специалисты, которые работают, чтобы войти также получить информацию какие-то. То есть я думаю, что специальные программы, которые отправлены не обязательно к нам, а везде и вовсюду. То есть Мгм. я так думаю. Мгм. Так, программы, мешающие нормально функционировать в программе, трояны воруют информацию, потеря полная или частичная. Ага. Мгм. Ну, это правильно сказали, это один из видов вредоносных программ, да, который внедряется в код других программ. Ну, системная область памяти, вот это вот, скажем так, более официальное определение, да, нет какого-то конкретного определения, но вот это примерно э, такое официальное определение. То есть, почему их назвали вирусами? Потому что они работают точно так же, как и биологические вирусы. А как работают биологические вирусы? Самое главное, какая у них цель? Самое главное, Заразить все больше и больше. да, то есть распространяться, да, Да. создавать свои копии.
То же самое и компьютерные вирусы, они точно так же работают. Они очень сильно распространяются, и они прям везде. Так, разрушить, ага, разрушить, хорошо. То есть они работают как биологические вирусы, и то же самое, когда они попадают в компьютер или в смартфон или еще куда-то, это не так, что автоматически сразу у вас там устройство разрушается, да, вы открываете, все, ничего не работает. Ну, разные бывают вирусы, но в основном вирусы, они попадают там в устройство или в программу, и они какое-то время пережидают, то есть они обустраиваются, адаптируются, можно сказать, да. То есть то же самое в жизни тоже, это же не так, что автоматически сразу начинаем болеть, да. То есть сначала как-то тяжело становится, что-то уже состояние не такое, потом температура поднимается, потом дальше больше, да. То же самое и компьютерные вирусы, они проникают, отдыхают, потом, когда есть какой-то момент, они способны разрушать, да. То есть тут не только просто разрушать какую-то программу и все. Компьютерные вирусы тоже могут быть совершенно разными, да. То есть, самое главное, они просто вредят, да. Они могут, вот разрушить систему, вывести из строя, да, там компьютер, ноутбук, там телефон, да. Или они могут, украсть ваши какие-то данные или заразить эти данные, или сделать так, чтобы уничтожить все данные, что вы заходите в компьютер, а там данных нету, да. То есть таким образом они могут работать. Много раз звучало про хакеров. Да, есть такие хакеры, которые создают вирусы, м, но вот вирусы-вымогатели, можно сказать. Такие вирусы, они заходят в устройство, они блокируют какую-то важную информацию или важный файл для человека. Потом это можно открыть, если только там деньги не отдашь или еще что-то важное для них, да, для тех, кто нацелился вот на человека, да. То есть разная цель у них есть, не обязательно только вот одна какая-то цель. И вот многие не представляют, как это вот, как он выглядит, вирус, да, вот всегда у нас какой-то образ, вот не зря я вот это поставила картинку, образ такой, да, как биологический вирус, да, так, вымогатели, ага, вирусы-вымогатели, такое и есть, даже термин, да? То есть тут качество не очень, но вот вирусы могут выглядеть так. То есть они выглядят как программы обычные, да? То есть то, что мы видим в цифровом мире, мы же видим всякие картинки, там, текста, видео, такое все в медийном плане. А внутри, в техническом плане, там каждый прописан кодом, да? То есть тот же сайт откройте, это какой-то код, там открывайте приложение, это код программа, код, видеокоды, да? И вот эти вирусы, они тоже как код, они врываются в эти программы и внутри как бы мешают этой программе или устройству и так далее. То есть они могут выглядеть вот таким образом, да. Вообще этот термин еще появился в 1951 году. Представляете, когда еще не было цифрового мира, то есть тогда уже у людей, ну, тем, кто именно этим занимался, изучал, они думали о том, что, ага, а способны ли программы себя перепрограммировать, себя копировать, да? То есть изначально не было такого, знаете, плохого умысла, давайте создадим вирус, чтобы красть данные людей, там, вымогать или что-то вот с какой-то выгодой, да. Изначально вирус создавали в целях эксперимента, чтобы понять, там, как себя поведет вирус, как там можно от этого защититься и так далее, и так далее. Из-за этого потом поехало, грубо говоря, начали другие, третьи создавать. И в истории там интернета было много таких масштабных вирусов, которые чуть ли не выводили из строя там больницы, заводы, компьютеры, все что угодно, да. Так что это очень опасная вещь, вирусы, да. Нужно быть с ними осторожнее. Вот какие каналы распространения есть у компьютерных вирусов?
Благими намерениями вымощена дорога в ад. Да, везде в мире Танюш, существует. нет, два вопроса, которые Ага, куда вы задавали. Я так ответила, потом сейчас, да, мне сейчас только дошло. Не знаю, что это. так, взломанные приложения, пиратские. А, так, мне так понравилось вот это выражение благими намерениями. Так, ладно, шумно. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Действительно, любое изобретение, любое то, что придумываем, всегда там есть свои плюсы и минусы, да? Какой-то вот баланс должен сохраняться. Невозможно, чтобы только одни плюсы были или одни минусы, да? А, социальные сети, да. Ага, какие каналы? То есть где они распространяются, да? Где они находят свои каналы? Где часто ищут информацию? Интернет, да, может быть. Мату катышычылар вирустар ошол кайсы жерлерде жайгашат да? Кайсы жерден вирустар пайда болушу мүмкүн? Флешка, да, любые онлайн ресурсы. Мгм. Хорошо, не буду томить вас ответом. Ну, дискеты это в прошлом, я не знаю, может, до сих пор пользуются или не пользуются, но тем не менее важно знать, что такое может быть, да. А помните, еще было время дисков, да, массово продавались диски. На самом деле на них тоже же могли быть вирусы, потому что, по сути, вот так скачивать фильм и этот копировать на диск, это было незаконным. И мы же не знали, например, откуда эти люди скачивали фильмы. Они могли просто на диски загрузить и потом массово их продавать, да? А там могли быть вирусы. Флешки. Вот флешки — это самое частое, чем вы пользуетесь по работе, да, там документы, не документы, все через флешки, да. Поэтому это очень опасно. То есть нужно всегда смотреть, нужно быть вообще осторожными с флешками, потому что, ну, часто такое бывает, что, ладно, по работе там используйте флешки, а бывает же там где-то что-то нужно распечатать, и вы идете там в ЦУМ или где-то подземный переход, там стоит старый компьютер, уже годами там стоит, и непонятно, там вирусы могут быть, и они могут перейти на эти же флешки, да, то есть очень опасная вещь. Да, потом электронная почта через какие-то письма, письмами, спамами могут приходить, или ссылки, да, вы нажимаете на ссылки, и все, уже внедряется какой-то вирус. Мессенджеры те же самые, там, WhatsApp, Telegram, но Telegram я меньше все-таки видела, все равно WhatsApp это больше всего, да, Facebook и так далее, различные сайты, интернет. Вот частая проблема здесь то, что люди незаконно где-то что-то скачивают, потому что за законное нужно платить, да? То есть хочешь какую-то игру или фильм или все что угодно, за это нужно платить всегда. А если не хочется платить, хочется просто так посмотреть, люди ищут через разные сайты, они не понимают, что эти сайты, они могут принести очень много вреда, да? То есть вместе с играми, вместе с фильмами, вместе с загрузками и загружается сам вирус. Вот. Еще какой-то хотела вам хороший пример привести, но что-то из головы вышло, да. Ну, в общем, м, вирус очень хорошо может маскироваться под обычную программу. То есть вам кажется, что вы вот скачиваете нормальную программу, все вроде кажется легально, все нормально, но на самом деле это вирус, да, или вот эти в рабочем столе папки же есть, вот она может выглядеть как папка или как Word документ или еще какой-то документ, то есть он не вызывает никакого подозрения, да, вы скачиваете, а там уже так проблема оказывается, да.
Да, в интернете, файлообменные сети, ага, любые поисковые. То есть, да, везде, если так смотреть, да. Как защититься, что нужно делать? Чистить, антивирусные программы ставить. Мгм. Так, тяжело найти безопасные пиратки. Вирусы иногда даже прятаться в файлах умеют через Infodocs. Ага, через Infodocs. Так, а что за Infodocs? Могут быть вирусы. Через любой онлайн-ресурс может быть вирус. Вирусы, как я сказала, они опасны тем, что они могут имитировать, они могут маскироваться под какие-то безопасные программы, да. А как уже вот здесь написали, вот тяжело найти безопасные пиратки, да. Пиратками называют сайты, где что-то можно бесплатно скачать, да. Как защититься? Ну, в первую очередь, это нужно повышать цифровую грамотность, да, потому что, как я до этого сказала, ам, именно из-за незнания, именно из-за непонимания того, как интернет работает, того, как вообще ресурсы работают, скачивая с разных пиратных сайтов и игры, и фильмы, и какие-то документы, и программы, бывают такие случаи тяжелые, да, поэтому в первую очередь нужно повышать грамотность, соответственно, из-за этого человек не будет такие вещи делать. Но и даже если будет скачивать с более таких доверенных сайтов. А, Во вторую очередь нужно быть очень осторожными с флешками, потому что, как я уже сказала, большинство вирусов тоже они переходят через флешки. И в-третьих, обязательно нужно устанавливать антивирус. Ам, Скажите, у кого вообще установлен антивирус? На телефоне, на ноутбуке, на компьютере? На компьютере установлен. Ага. Ваш сын устанавливал, наверное, да? Ну, на работе вот Каспер, да, как называют? Мгм. На телефоне установлен Касперский? Ага. На компе, ага. На телефоне вроде у всех есть. Ну, у кого-то есть, у кого-то не совсем. Ага, на телефон срочно завтра устанавливаю. Да, нужно устанавливать обязательно. А вообще, вот, когда вы покупаете ноутбуки, там же устанавливают Windows и всякое всего. Вот тогда и сразу должны устанавливать антивирус. Без этого никак. Не знала, что нужно. Да, нужно. Потому что угрозы, вот как я уже до этого сказала, вирусы, они существуют, ну, переходят не только через компьютеры, флешки, но и смартфон. Как понять, есть в телефоне антивирус? Просто посмотреть внутри телефона, какие у вас есть приложения. Я сейчас как раз таки расскажу про это, потом поймете. Это еще есть, да. Кто знает этого человека? У меня установлен, когда скачиваю что-то, он сканирует программу, да. Кто знает этого человека? Не знаю, первый раз вижу. Ага. Ну, не буду вас томить, тогда я вам скажу. Это Евгений Касперский в молодости. Вот до этого уже сказали, есть антивирус Касперский. Вот он и создатель лаборатории Касперского. То есть он в молодости так выглядел. А
Сейчас он вот так выглядит. Почему вообще я решила его показать вам, да? Почему он, как бы, почему его, да, именно? Есть же много вот создателей антивирусов, да, разные антивирусы тоже существуют. Лаборатория Касперского, наверное, многие из вас, красавчик. Лаборатория Касперская, наверное, многие из вас слышали про эту лабораторию. Вот в молодости, в 1989 году, когда он работал в КГБ, в научном институте, он самостоятельно просто обнаружил вирус. То есть это не было его работой, его деятельностью. Он не специализировался на том, чтобы выявлять вирусы и их уничтожать. Просто так получилось. Он работал с одной программой и увидел какой-то очень подозрительный код, и подумал, что-то с этим не так, и он выяснил, что это вот вирус такой сильный, каскад, да. Потом он начал думать про то, как он может создать программу, которая именно вот уберет этот вирус и вылечит там компьютер, да, систему. Вот. С этого момента у него пошел вот этот вот интерес к этой теме, вообще к кибербезопасности, вообще к вирусам, к антивирусам. И уже в 92 году он создал свой первый продукт, который назывался AVP, да, и позже его жена, она уговорит его переименовать этот антивирус в антивирус имени Касперского. И настолько вот он хорошо разбирается во всем этом, что его лаборатория выросла до уровня там мирового, да, то есть он а, передовой, самый известный мировой, скажем так, IT-специалист и в области вот кибербезопасности. То есть его имя много кто знает в мире, и много кто пользуется Касперским, многие компании даже мировые, да. Поэтому, если вам будет интересно, прочитайте про его историю, вообще про историю создания антивируса. Думаю, ну, вам будет интересно, да? Создать, ага. Вот, соответственно, вы просили, какие есть антивирусы. Вот есть Касперский, вот это Россия, да. Есть Avast, Bitdefender, EZ, Microsoft тоже встроен в Windows, да. Ну, вот такие примерные антивирусы. Конечно, их очень много, и вы можете разные скачивать. У всех есть бесплатная версия и платная версия, да. Чем отличается платная версия от бесплатной? Как обычно, бесплатной версии функционала поменьше, соответственно, защиты тоже поменьше, но если вы, например, работаете с документами, там, с файлами, этого должно быть для вас достаточно. То есть бесплатной версии он должно быть достаточно. Там он может сканировать, смотреть, там, удалять какие-то вирусы, чистить телефон. Бесплатная версия это сможет сделать, а платная, она вот чем выше, тем больше, тем дальше и нужен такой антивирус, платный именно, там для больших компаний и так далее. Вот. Поэтому у кого нет антивируса, пожалуйста, вот скачайте на телефон, в рабочем компьютере, но вылазить, скачайте Касперский. Ну да, у него реклама, конечно, везде. То есть он очень известный, да. Что же я еще хотела добавить? В этом плане, например, маки же есть, ноутбуки от Apple, да, они больше защищены, потому что у них своя внутренняя система, и она более безопасная. Но это не значит, что туда тоже можно не загружать антивирус. Там тоже нужно загружать. А Microsoft, вот Windows, он более вот, уязвимый, да? Поэтому, да, обязательно скачайте антивирус. И не скачивайте с пиратских сайтов, да? А то вместо антивируса там появится вирус, да? Конечно, важно знать про современные мошеннические схемы, потому что их стало очень много. Сейчас в интернете как только не вымогают деньги, как только не обманывают людей. Поэтому, как говорится,
Ну, как, чем, ну, информирован, значит, вооружен, да? Так. В чем разница между хакером и мошенником? Я думаю, это очень интересный вопрос, потому что большинство людей не знают разницу, да? Вот, для многих мошенники и хакер это одно и то же, да? Можно, да? Да, Хакер, это он уже более специалист в ага, IT-технологиях, а ага, мошенник, он уже использует готовую продукцию мгм, тех же самых айтишников. мгм. Хорошо, хороший ответ. Мошенники ищут выгоду, хакеры исполняют заказы, не всегда. Часто мошенники являются заказчиками. Заказчиками чего? Так, кто еще как думает? Взломов и вторжений. Хакеры, они образованные. Но мошенники не то чтобы являются заказчиками, они сами могут. А, я поняла, что вы имеете в виду. Ну, Да-да. я постараюсь выразиться простыми словами, да, Ага. потому что я не такой прям айтишник или программист, чтобы на уровне выразиться. Не-не, Я нормально. Ага. вот я часто читаю, я самая активная в соцсетях и потом в Гугле очень активная, и там всегда выходят вот такие статьи: взломали ваши данные, взломали ваш сайт. Я думаю, это хакеры. А Мгм. мошенники, они вот что-то тебя заинтересовывают какой-то информацией, вот, например, в Гугле или в соцсетях, Мгм. или в других программах, которые ты изучаешь, и там мошенники подают вот такую информацию: ну-ка, ну-ка, скачай-ка мои данные, и ты получишь вот такую-то сумму. Мгм. Ой, сейчас мы тебе отправим 50 тысяч или 100 тысяч, какую-то такую большую сумму напишешь, а ты зайди в такой-то сайт. Я думаю, это мошенники. Мгм. Очень хороший пример. Спасибо большое. А, У меня э, тут этот ребенок рядом со мной сидит, он говорит, хакеры это взломщики, Ага. а мошенники это обманщики. Ну, с одной стороны, это правильно, конечно. Да, какая-то правда есть. Ну, с одной стороны, хакеры и мошенники сейчас, в данное время, я сейчас думаю, и мошенники сейчас очень умные, образованные. Мгм. Есть тажрибасы көп демелер, да, хакеры в основном, может, которые хорошо знают и хорошо используют IT-систему. Мгм. В Хорошо. основном, то есть, Ага. Ага. Спасибо большое за ответы. В основном, когда говорят про хакеров, всегда такой образ всплывает, да, что это какой-то обязательно молодой парень, обязательно вот в таком худи, в капюшоне, где-то прям в темноте, в закрытости, в изолированности, за ноутбуком, за компьютером, там, с системами, с такими сидит, такой весь тайный, загадочный, да. Это такой образ очень широко распространен в фильмах, в сериалах, поэтому вот в массовом сознании остался такой образ, что хакеры, они вот такие, да. Но на самом деле хакеры могут выглядеть и вот так, то есть не обязательно там быть там в капюшоне или такой закрытый, где-то вот так ходить, да, то есть они могут быть и среди нас такие сидеть в компьютерах и спокойно вот заниматься своими делами, да. Не обязательно для этого нужны какие-то целые системы, такие закрытые комнаты. Я про такие комнаты, которые показывают в фильмах, где прям целые 3 компьютера такими широкими экранами, потом здесь система, там система, что то горит.
И прям там хакер смотрит, здесь прям показано движение, геолокация, а здесь все карты, здесь еще что-то, да, не обязательно это так. Вот. И вот здесь я описала разницу между хакером и мошенником, да. Чаще всего хакеры, они используют технологии, то есть они очень хорошо разбираются в IT. Они не обязательно обучались где-то, получали образование, это просто может быть любитель, да, человек с детства там заинтересовался, ему стали интересны информационные технологии, он просто увлекся, там изучал и все в этом стал лучшим, да. А мошенники часто они используют эмоции, какие-то слабости, триггеры, да, они часто действуют на уровне там быстрее, торопиться, там осталось всего-то столько и так далее. То есть они используют психологию чаще всего, да. Технологии тоже могут быть, технологии имеется в виду телефоны, там всякие различные моменты, но именно так, как хакер использует, они не совсем используют. Может взломать без контакта с жертвой. То есть ему не обязательно там контактировать, да, с людьми, чтобы что-то взломать. Просто он может вдали от вас, я не знаю, где-то там далеко сидеть, в другой стране вообще. Может, я не знаю, в Китае сидеть и взломать там в Кыргызстане какую-то систему, да, то есть это на дистанционном уровне, без контакта может происходить. А тут мошенники, они чаще всего, что они делают? Они звонят, пишут обязательно, да? Вот, им нужен контакт. Без контакта они никак не могут выудить личные данные. Хакеры это не всегда преступники. То есть в массовом сознании отложилось такое мнение, что все хакеры, они преступники, они обязательно взломщики, это плохие люди. Но не совсем, потому что есть разные виды хакеров, разные типы, да. Есть хакеры, это просто любители, они просто им интересны технологии, они просто как хобби этим занимаются, да. И есть конкретно такие хакеры, которые именно нацеливаются на какую-то корпорацию, на какую-то компанию или на какого-то человека. То есть взламывают его данные, потом шантажируют, да, или э, какие-то другие цели преследуют. Не обязательно там деньги, какая-то выгода. Это может быть часто просто психологическая удовлетворенность, да. Вот. А есть хакеры такие, которые, наоборот, они помогают, да. Часто бывало такое, что изначально хакер был преступником, а потом стал хорошим, да, белым хакером, да. То есть помог там системе, помог там полиции и так далее. Но есть вот изначально белые, они специально занимаются взломами, чтобы показать, что вот ваша безопасность не идеальная, вот вы говорите о вашей безопасности, а на самом деле я так легко взломал, да, потом эти компании контактируют с этими хакерами, и даже его вербует в свою команду, чтобы он усилил систему безопасности. А мошенники, у них одна цель, лишь бы вот деньги, обман и все, да, то есть им не надо там что-то доказывать, а, что-то делать, просто в итоге должны быть деньги, в итоге должна быть какая-то выгода. И да, хакер часто имеет технические знания, а мошенник вообще не разбирается в IT. Вот, что-то новое для себя узнали. Так, да, ага. Разница теперь более-менее понятная, да? Да, узнала новое, ага. Разница теперь более-менее понятна, что, то есть, ага, не обязательно, просто бывает такое, когда взламывают, сразу говорят, это хакер. Но не то, что взламывает, а, например, обманывает или еще делает. Вот, например, мошенники, они могут взламывать Инстаграм, например, да, скажем, это просто как пример. Ну, не потому что они настолько хорошо разбираются в технологиях, а просто там миллион раз нажимают разные пароли, набирают пароли и в итоге попадает и все взламывает. То есть нельзя сказать, что все, это хакер, да.
Потому что для хакера такие вещи, они уже мелочные, да? Как действуют мошенники, да? Чаще всего через СМС, мессенджеры и звонки. Пожалуйста, дайте примеры. Было ли у вас такое вообще в жизни, или может у вас, у ваших знакомых, когда мошенники обманули через СМС, там мессенджеры, звонки? Часто, да? Особенно вот в прошлом году, мне кажется, прям это массово пошло, прям везде об этом в СМИ говорили люди, там банковские приложения тоже начали всякие инструкции писать, что там не обманывайтесь, нельзя там то делать, это делать. Да, звонили банковским сотрудникам. Да, чаще всего это стандартная схема, да, представляться либо банковским сотрудником, либо мобильным там оператором, либо там сотрудником безопасности или еще чего-то, да, такого. Якобы из Ошки, да. Чаще всего они просят код. Мы типа сейчас вам отправим код, а вы нам его продиктуйте, так обычно говорят. Я избегаю и не контачу. Ага, мне предложили высокую должность, звонили сотрудникам Мегаком с администрации президента. Да, в последнее время вот это ГКМБ, президент, туда-сюда, это прям часто используется, да. Скинули ссылку, просили проголосовать за племянницу. Ага. А, Вот был такой случай у моей знакомой, взломали Инстаграм, а, зашли и всем написали сообщение, типа, помогите, а, там, у меня денег нету, сейчас такая сложная ситуация. Еще не так, в ее стиле, да, ну, эта девушка, это моя знакомая, и не писали в ее стиле, что, мол, привет, у меня срочная ситуация такая, там, помоги, да, они тогда же официально писали, там, здравствуйте, отправьте мне деньги, у меня сейчас такая сложная ситуация. И что самое интересное, там были люди, которые отправили деньги, да, и потом вот так вот пришлось извиняться, да. Звонили, предлагали должность повыше. Э, То есть, да, вообще, когда я сейчас покажу вам примеры, но это не наши локальные примеры, я не смогла вот именно скриншоты найти, но вы примерно знаете, да, что такое может быть. Вот может прийти такое сообщение, вот на сумму-то столько, обратитесь по номеру, якобы вы должны позвонить и узнать, а там по номеру они дальше будут обрабатывать, да, жертву. Есть такой пример. Чаще всего в один момент с розыгрышами очень много сообщений было. Помните, там в WhatsApp часто до сих пор такое есть, там отправь это сообщение 10 людям, и получишь розыгрыш, получишь деньги и так далее. То есть вот это пересылает друг другу ссылкой, обязательно эта ссылка какая-то подозрительная, люди переходят по ссылке, а потом лишаются своих личных данных, да. Никогда вот никогда не переходите по таким ссылкам, по непонятным, особенно где что-то бесплатное, а, что-то такое классное, крупное, но бесплатное, да. Так. Звонили голосом внучки бабушки, просили деньги. Мне сказали отправить фото. В Фейсбуке лезут друзья с странными именами. Очень много взломов на сегодняшний день через WhatsApp номера моя от их имени. Да, бывает, вот, взламывает и просят о материальной помощи. Пожалуйста, не переводите там сразу деньги, да. То есть люди же на эмоциях действуют. Особенно часто такие мошенники, они звонят пожилым людям, да, потому что они сразу верят словам, там на эмоции давят, говорят, там ваша дочка попала в аварию, или там с сыном что-то случилось, его в тюрьму сейчас повели, там нужно заплатить столько-то денег, перевести на этот номер. То есть такие случаи, они реально есть, да, и они действительно вроде с одной стороны кажется, ну как можно в такое поверить, да, но на самом деле
Если такое случается, значит, оно, ну, работает, да? Поэтому, когда что-то происходит такое сейчас, вот, особенно часто с банками, вообще часто это связано. Когда приходит какое-то такое сообщение или звонок, желательно вообще сразу на эмоциях не действовать, резко не действовать, резко не принимать решения, да. Если вы не ожидали звонка, вы не ожидали никакого письма, СМС, нужно немного вот посидеть и подумать, так, а почему они звонят, почему они пишут, и вот себе задавать вопросы, чтобы порефлексировать, да, и не сразу действовать, потому что когда сразу идет действие, все там уже потом эту проблему не решить. Часто это есть такой термин фишинг, я не знаю, слышали вы или нет. Тему проверенные сайты или я не захожу на этот сайт. Многие говорили, что там паспортные данные просят. Я не захожу не по той причине, проверенный он или нет, а по той причине, что там подозрительно низкие цены, да. То есть они именно на это, конечно, взяли фокус, что цены такие низкие делать, но не знаю, некоторые люди, они, вот у них удачно, они покупают нормально, то есть не лишаются денег. А есть случаи, когда вот товар пришел, но не очень. Вот. Любое приложение, где нужно свои паспортные данные вводить, это уже какой-то вот персональные данные. Ну, если просят там номер, скажем, что-то такое, еще более-менее, но уже когда идет ID, там какие-то более такие данные, то не стоит. Фишинг это с английского, да, как рыбачить, рыбалка, да. Почему это так называется? Потому что оно похоже с механизмом закидывания удочки. То есть эти мошенники, они тоже удочку закидывают через письма. То есть они создают какие-то письма и массово отправляют на различные имейлы, да. Получали ли вы такие странные, подозрительные письма? Скажите в комментариях. Раньше в одно время очень часто отправляли письма от нигерийского там принца о том, что оставили наследство, или там розыгрыши и так далее. То есть на таком уровне было не очень-то грамотным, да? Я заказывала, заказ пришел, но то, что не подошло, деньги вернули. Да, то есть я еще не слышала, чтобы там прям как-то обманули или что-то плохое произошло, но тем не менее, вот это да, на свой страх и риск, да? Вот. А, Приходили ли вам такие письма? Было одно время, когда даже не старались над содержанием письма, просто писали все, что угодно, там, всякую белиберду, абсурд, да? А сейчас мошенники, они же тоже стали умнее, поэтому они стали письма оформлять под что-то государственное, под официальное, да? Например, письмо от Google или от Microsoft или от какой-то солидной компании. И все кажется, как будто, если вообще вот внимательно не смотреть, кажется, как будто действительно ты получаешь письмо от компании официальной, потому что там прям все аккуратно, прям оформлено внизу даже вот адрес, там название с уважением, вот это все есть, и такая ссылка, да? Так. Ага. Наследство, да, это чаще всего. Это так глупо, не знаю. Ну, люди тоже разные. То есть просто цифровая грамотность, она низкая, и люди не всегда знают, что нельзя предоставлять паспортные данные, да. То есть люди разные, да, и есть такие, кто не знает, да, и предоставляет. А еще я так скажу, что не стоит отправлять паспорта через WhatsApp, да. Это тоже вот очень часто я вижу, да, через WhatsApp вот отправляют. Это же опасно же. Он же как ненадежный же, этот мессенджер. И потом
отправляя, можно тоже вот лишиться, да, своих личных данных. То есть они попадают куда-то, куда мы с вами не знаем. Часто, наверное, бывает так тоже, да, по работе, что нужно паспорт или какие-то документы через WhatsApp отправлять. Ну, не только в регионах, даже в Бишкеке так часто делают, что отправляют паспорт просто фотоют и прям через WhatsApp, да. Вот, насчет фишинга, насчет этих писем, как я уже сказала, да, они уже настолько научились, настолько поняли, что стали прям заморачиваться над этим, делать такие официальные, скажем так, в кавычках, письма, да. То есть если вы видите какие-то письма, особенно если вы не ожидали, никто вам не говорил, что вам отправят письмо, можно открывать, ничего страшного, но главное не переходить по ссылке. Там обычно вот такой текст, потом внизу дается ссылка, типа вам нужно перейти по этой ссылке, да, не переходите по ссылкам. Да. Анакей, у меня такой вопрос. Мгм. Вот сейчас у нас же есть группы по Мгм. работе. Там Мгм. иногда письма отправляют, когда нажимаешь, чтобы открыть. Там Мгм. получается там внешне, там хочешь открыть, вот такой вопрос задает. Это нормально, это не опасно, потому что раньше такого не было. Сейчас Немного не поняла ваш вопрос, можете повторить, пожалуйста? по работе обычно отправляют разные задания или разные такие письма. Мгм. Группу М. обычно. Мгм. И когда вот собираешься открывать, там получается, там внешние, там хотите открыть, такие вот вопросы задают. То есть мы уже выходим с этого. То есть сразу не открывает. Так, я немного Обычно не в группах поняла это. вопрос. Я немного не поняла вопрос. Вот письма отправляются через WhatsApp, Нет, да? это не письмо. Да, это просто раз, например, нам с области отправляет письмо, чтобы Мгм. ответить, или пригласить, пригласительные, разные. Это Мгм. не обязательно такой вот, или какой-то, скажем, Нет, доклад письма, какой-то. да, нормально. Письма еще можно, да, отправлять, ничего страшного. Там такие вещи окей, но Именно в группу. Это именно когда в группу. И когда мгм. нажимаешь, там вопрос просто задается. То есть ты Мгм. хочешь дальше открыть или нет? Нет, там просто такой вопрос. А раньше такого не было. Сам этот, когда документ открываете, такой вопрос Да, 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 выходит. да. Да, да, От- да, да, да. Ага, хотите открыть, да или нет? Это А, внешнее пространство, что-то такое там. я немного вас не поняла все-таки, потому что я еще не встречала такого. То есть тоже в группах разных состою, всякие что-то приходят, открываю, да? Но вот такое Мгм. не приходило, да, у меня. Ну, если что, если мне такое будет, я вам отправлю. Ну, я Хорошо, не знаю, как отправьте это именно, не да, откроется. мне нужно Может это быть, у меня в видеть. телефоне, может быть, у меня в телефоне вот какого-то такого программы нет, может, из-за этого. То есть Мгм. спрашивает он дальше, я хочу открывать или нет. Мгм. Пожалуйста, вы Это не всегда. отправьте. Это не всегда, конечно. Мгм. Вы отправьте вот эту картинку, я должна видеть, потому что я не вижу, не Мгм. могу ответить, да? Вот. Мгм. Хорошо, спасибо. Мгм. Так. Если документ PDF формат, да, бывает уходит разная реклама. Почему выходит разная реклама? Потому что вот этот PDF, он же не платный, вы скачиваете, бесплатный же. А то, что бесплатно скачиваете, оно всегда предоставляет рекламу. То есть нужно сначала рекламу посмотреть, чтобы что-то увидеть, да? Это в любом приложении так, да? Вот. Так. Это может быть вирус. А как срочно можно отправлять паспорт? Ну, я предпочитаю через Gmail, хотя Gmail же тоже небезопасный, но тем не менее я лучше через Gmail отправлю, чем через WhatsApp, да? Конечно, просто он удобный, WhatsApp, он очень удобный. Ты его сразу получаешь, сразу его там можешь переотправлять или еще что-то сделать, да? Но просто, по-моему, случай такой был,
Может, вы тоже об этом знаете. Известная кыргызстанская журналистка тоже как-то однажды так ее паспортные данные не туда попали, и потом мошенники использовали это в течение чуть ли не 10 лет, до сих пор, по-моему, используют. Там в Лалафо везде используют ее фото, ее паспортные данные, и там просят у людей деньги, обманывать через пирамиды и так далее, да? Вот такой момент тоже неприятный есть, да? Мошенничество, да, тоже в сфере работы и услуг. Вы, наверное, об этом слышали, да? У меня в одно время тоже часто приходило СМС, там работа в день 16 тысяч, звони по этому номеру или переходи по этой ссылке, да? Часто вот насчет работы много вот мошеннических схем, да? Вот недавно одна моя родственница отправила это, чтобы я проверила. У меня в семье я иногда вот такой факт-чекер, да, проверяю, что можно открывать, что нельзя открывать, да. Она живет в Казахстане, и она отправила мне презентацию вот этой какой-то компании Fashion Star, да. И открываю презентацию, написано «Социальные медиа и интернет, рекламная кампания». Такая большая презентация в PDF-формате. А я такая еще уставшая была, читаю, читаю, читаю до конца и не понимаю, о чем, да, то есть мне уже вызывает это какое-то подозрение, сомнение, плюс почему так непонятно, да, почему непонятно написано, вроде бы про маркетинг и вроде бы не про маркетинг, да. А она рассказала то, что эта компания, зарегистрированная в Казахстане, там работает таким способом, то есть люди скачивают приложение, и через приложение, например, смотрят различные видео через YouTube или Facebook или через Instagram, и потом там лайки оставляют отзывы, и за это получают там сколько-то денег, да, там за один отзыв, там, например, $1, или за это сколько-то долларов. И в итоге собирается, потом они могут обезналичивать, да. Ну вот она сказала, что, мол, у меня есть знакомые, которые уже вытащили деньги, прям в руках наличные получили, да, что вы думаете и так далее. Я ее спрашиваю, а что взамен там? Ничего не спрашивают, вообще не говорят там, дайте свои банковские данные, мы вам там отправим, или вам нужно сначала заплатить столько-то денег, и только потом мы вам можем отправить деньги. Такого ничего нету, спрашиваю ее. Она говорит, такого нету, но прям подписываешь договор какой-то и даешь свои а, паспортные данные. Я говорю, вот тут и неправильно, то есть такого и не должно быть, именно паспортные данные этой компании, да. И я сразу поняла, что, скорее всего, эта компания так работает. Она изначально вот внушает доверие какое-то, внедряется в доверие человека, там несколько раз человек снимает деньги, а потом у них уже дальше срабатывают их мошеннические схемы, да. Там, даже если не срабатывает, даже если человек, например, удалил приложение, уже не работает там, в любом случае они уже получили эти паспортные данные, да, что это не очень хорошо, да, вот, которые они могут использовать в своих интересах. И не вот поэтому, когда, если вам такого рода предложение или что-то попадает, нужно в первую очередь смотреть вообще, где зарегистрировано, где официальные документы. Ни одна нормальная компания себя вот так не будет называть, и уже сам по себе шрифт, вот этот дизайн, он уже дает о себе знать, что что-то тут не то, да? Вот. Может, у кого-то тоже есть какие-то примеры, они были бы полезны для других, чтобы мы тоже знали, что есть вообще, что происходит. Добрый день. Здравствуйте. Меня Эмира зовут. Я просто сегодня напросилась к вам на семинар, потому что интересная тема была. Я живу в Таласе, и у нас Мгм. буквально года 2 назад был случай, когда
Наши бабушки, наши мамочки же любят размещать фото своих детей там в Инстаграме или Да. еще где-нибудь. Особенно вот эти мимишные фотографии, где там вот, оказывается, кто-то из мошенников использовал фото ребенка, сделал объявление, что этому ребенку срочно нужна А, помощь, там дорогостоящая операция, и начал собирать деньги. Вот такой м, случай был именно у мгм, нас в селе. Это вообще село, это не районный центр, это вот где-то в глубине, и люди на вот мгм, это попадались, да. А м, потом был еще случай, оказывается, и про информационную безопасность, когда м, девушки молодые же любят фотографии там такие выставлять интересные. Вот использовали такое фото, обработали его, и начался шантаж, типа она была в непристойном виде, отправили ей фотографию и начали шантажировать. Если там не заплатишь столько денег, то мы вот эти фотографии твои неприличные там мгм. родителям отправим или там кому-то. Вот такие случаи были. И я сейчас по поводу фотографий детей, вот родных, очень сейчас к этому щепетильно стала относиться. Вот такие случаи были. Очень хорошо, что вы подняли эту тему, потому что, да, многие не понимают, насколько это опасно вот загружать фотографии или видео своих детей, да. Очень много же аккаунтов, где прям только дети, да. И дети, они беззащитные, они не могут себя защитить, и они даже не в курсе, что у них уже есть профиль в Инстаграме или там в аккаунтах у родителей, они там где-то, да, то есть через такие фотографии легко тоже можно узнать, где вы находитесь, где вы живете, чем вы занимаетесь, как вы живете, да, то есть сами того не зная, люди, они о себе дают информацию, да, да, раньше Да, особенно, да, вот когда фотографии детей или видео загружают, все равно же люди видят, какая у тебя обстановка, интерьер дома, там, например, да, Мгм. какая мебель. И вот тоже вор всякие или мошенники тоже за этим, оказывается, наблюдают. Хотя для нас Конечно. кажется, что это приятное, милое видео там, нашего ребенка. Мгм. Вот это вот особенно для вот нашей аудитории, по-моему, будет очень интересно, потому что я вот заметила, что участники в основном эйджелер, абашки, вот, которые, например, без злых каких-то умыслов размещают такие фото и видео. Вот это я просто для них тоже примером сказала, может быть, для кого-то это будет полезно. Это прям хороший пример, потому что не то, что даже маленькие дети, даже подростков сейчас опасно как-то им аккаунты вести в социальных сетях, да? Сколько таких моментов, которые вот люди не знают, да? Вот поэтому, например, не зря привела в пример Касперского, потому что вот его предложение такое, что интернет, он тоже должен стать таким же миром, как и вот в реальный мир. То есть там тоже люди должны быть каким-то цифровым паспортом, да, потому что столько анонимов, столько вот людей непонятных. И чтобы это все регулировать, он предлагает ввести паспорт, плюс еще он предлагает, чтобы люди проходили экзамен именно на то, чтобы там оказаться, да? Потому что изначально сам интернет, он же не был создан для общественного использования. Он был создан для коммуникации военными США, да? То есть то, каким мы знаем сейчас интернет, он изначально не предполагал такое существование. Поэтому вот у него идея, что, мол, паспорт, экзамены проходить, и только после экзаменов там регистрироваться, да, и какие-то законы должны быть внутри этого интернета. Ну, вообще общие какие-то правила, этикет, там такие моменты есть, просто не все об этом знают, и Да. это сложнее все равно регулировать, да. Вот, я вам еще дам такой пример. Ну, это вот то, что я говорила, там обещание какой-то работы. Чаще всего это такая работа не пыльная, но доходы такие интересные, да. А, С 2000, кажется, 18 года очень активно начал внедряться deepfake и искусственный интеллект.
те, кто не знает, что такое deepfake, есть просто фейк, да. Фейк — это, например, просто придумали какую-то информацию или новость, ее исказили. А, Например, скажем так, да, м, там лимон спасает тебя от рака. Это фейк, да, откровенно говоря, грубый фейк. А deepfake, он еще более глубокий фейк, который имитирует людей. То есть такая технология, с помощью которого можно создать, скажем так, копию человека или имитировать его голос. Допустим, вот здесь был пример, что звонили бабушке с голосом внучки. Это и есть дипфейк. Или, например, по видеозвонку звонят, вроде бы типа лицо родственника или знакомого человека. Тоже могут такой дипфейк использовать. Но здесь именно проблема в том, что невозможно это определить, невозможно, нету никакой технической защиты от этого, да, вы не можете вот точно сразу определить, что это дипфейк, а это прям настоящий человек. В этой ситуации только нужно полагаться на себя, и вот как я до этого уже говорила, не надо сразу вот инстинктивно на интуицию все действовать, на эмоциях, да, вот вам сказали, и все сразу же действовать. А даже если кажется, что это там знакомая, родственница или голос знакомый, нужно вот посидеть, подумать или позвонить, узнать. В общем, эти моменты нужно вот в эти моменты нужно замедление, да, нельзя вот сразу резко действовать, потому что можно попасться на такие уловки. Ну вот я так скажу, что на такие уловки, на мошенничество могут попасться не только вот люди, которые не знают цифровую грамотность или вообще там в этой теме они ничего не знают. Нет, даже люди, которые разбираются, даже IT-специалисты, даже специалисты по кибербезопасности, все такие специалисты, все люди, они подвергаются, да, в любом случае. Вот. Что делать, да, вообще в целом, что делать с этим, с этой всей негативной информацией, да? В первую очередь никогда не передавать личные данные по телефону, да? То есть вам звонят, говорят, назвать код или дать там банковские данные, личные данные какие-то, не надо передавать. Второе, не переходить по подозрительным ссылкам. Но как понять вообще, ссылки подозрительные или не подозрительные? Как это понять? Чаще всего же мы уже просто переходим же, мы же не знаем же. А как вот вы видите и понять, что это какой-то подозрительный сайт? Тоже сложный вопрос, да? Потому что чаще всего такие ссылки, они не создаются просто так, да, там специально, чтобы быть подозрительными, да, потому что они имитируют, они создаются ближе к оригиналу, скажем, там ссылка такая, там globus, что-то, kg и что-то, да, они будут точно так же создавать, например, глобус, но перед глобусом там будет какая-то лишняя буква или лишняя цифра. Вот это и есть подозрительная ссылка, да? То есть вроде бы похоже, но не совсем, да? Поэтому, если вы вообще не ожидали какую-то ссылку, никто вам не обещал что-то отправлять или там какой-то незнакомый номер отправляет, то лучше не переходите. Вот. Использовать сложные и уникальные пароли. И, я вам сейчас покажу как раз, как создавать уникальные пароли. А, Включать двухфакторную аутентификацию. Вообще знаете, что такое двухфакторная аутентификация? Кто вообще пользуется этим? Я пользуюсь. Ага. Логин. Ага. Первый раз слышу. Ага. Пароль. Ага. Так, скорее всего, я вам не успею показать, но обязательно попробуйте дома это сделать и обсудим
на следующем вебинаре. То есть вот двухфакторная аутентификация сейчас почти везде используется, там в почтах, в мессенджерах, в социальных сетях. Как это работает? Например, вот когда не включена двухфакторная аутентификация, это просто вы вводите пароль и сразу заходите, сразу попадаете в свой аккаунт. Да? В таком случае это создает больше уязвимости и опасности, потому что тот, кто взломает ваш пароль, он сразу получает доступ. А двухфакторное — это именно от слова два фактора, да, вам нужно сделать два шага, чтобы зайти на свою страничку. Как это работает? Например, вы вводите пароль, и на ваш телефон приходит, нет, не на ваш, ну, везде по-разному работает. Например, в Gmail, чтобы зайти, вы вводите пароль, потом нужно на своем телефоне нажать «Да», или какую-то цифру, которая показана именно в вашем Gmail, здесь тоже нужно эту цифру нажать. Бывает такое, что, например, Facebook, да, чтобы вот зайти в Facebook, а, вы вводите пароль, ну, например, для компьютера, вы вводите пароль, потом на ваш телефон в само приложение выходит сообщение, это вы заходите с этого устройства или нет, нужно да или нет нажать. Если нет нажмете, оно не пустит вас, да. То есть это намного лучшая защита, потому что таким образом она больше дает вам гарантии, что никто не получит доступ к вашим аккаунтам. Так, кошумча пароль. Ну, да, можно сказать, что кошумча пароль или там цифра, или нажать вот это «да» или «нет». Попробуйте включить в своих социальных сетях и WhatsApp, Telegram тоже, да. В настройках есть. Нажмите на настройки, и там двухфакторная идентификация. Туда нажмете, и дальше все понятно будет, как делать, да. А, Те, у кого есть, хорошо, а те, у кого нет, вам нужно попробовать, потому что это помогает вам защитить свой аккаунт, да. Каждый раз, когда вы будете заходить, э, вам будет приходить, ну, дополнительное уведомление, то есть просто так не сможете заходить. Вот. Обязательно нужно обновлять программы и систему. Вот на Android, кстати, очень часто приходит обновление, прям чуть ли не два-три раза прям в году, да. Каждый раз нужно обновлять, потому что они работают над этим, находят всякие уязвимости и пытаются устранить их, да. И обязательно нужно следить, какие приложения имеют доступ к вашим данным. Там смотрите все ваши данные и к чему они имеют доступ. Там, к локации, к контактам, к фото, видео и к чему, да. В этом плане, кстати, если многие из вас используют TikTok, вот он в этом плане более опасен, да, потому что вот не зря там говорили, что он следит и так далее, да. В общем, нету сейчас как бы не то чтобы нету, большинство, да, социальных сетей, там программ, они следят, собирают данные, и поэтому в этом плане нужно смотреть. Насчет паролей. Вот прям классика, да, вот какие пароли люди любят создавать, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, QWERTY password, это вот топ занимают по статистике самые частые пароли. Такое лучше не создавать. Свое имя, дату рождения не включайте в пароль. Например, если в социальной сети вас там зовут, условно говоря, Мусаева там Гульнура, и вы пишете в пароле там Гульнура 90, то понятно будет, что легко это взломать, да? Вот слишком тоже распространенные, просто ряд клавиш, тоже просто набирать какие-то клавиши, думая при этом, что это будет хорошим паролем, тоже так не стоит. Вот это тоже. Какой пароль вот хороший, как вы думаете? Ну, хорошо. Вот примеры хорошего пароля, да?
Обязательно длинный такой, спецсимволы, какие-то звездочки, там решеточки, собачки и так далее, да, там обязательно заглавные, обязательно маленькие, то есть очень такой разнообразный пароль, да. А, Не связанные слова, можно, например, выбрать несколько несвязанных слов, между собой вообще не связанные, например, тут зебра, луна, небо или там, например, магазин, шкаф, там комната, и между ними просто какие-то символы. Вот длина и сложность. Ага. Ну, я вам дам такой лайфхак хороший, как вообще создать сложный пароль, но чтобы он для вас запомнился, да. Берете, например, какую-то фразу, вот я всегда пью кофе в 7 утра, и берете вот я, тут А, тут П, КВ7У. Но это тоже простой пароль. Здесь нужно еще добавить какие-то символы, там собачку или там решетку, звездочку, еще что-то, и тогда он будет очень сложным. Но такой пароль хорош в том, что вы его запомните, да? Потому что создать-то сложные пароли хорошо, но как их запомнить потом, да? Есть, конечно, менеджеры паролей, туда тоже можно сохранить свои пароли, чтобы не забыть, да? Ну, вот и все. У кого есть комментарии или вопросы, готова ответить. Что было вообще новым, а что и так знали? Было ли вообще для вас полезно сегодня? Очень интересно, спасибо. Актуалду, ага. Меня порадовало, что в какой-то степени вы проинформированы насчет этой темы, да? Очень интересно. Очень интересно и немного страшно, Абдан Джахшолду. Я вас, наверное, немного так напугала, да? Тема немного такой получилась негативной. Очень многое, что нужно. Спасибо. Ага. Но лучше знать такое, чем не признавать такую информацию, да? Мгм. Сегодня, я думаю, легче было в том плане, что не пришлось какие-то программы открывать и на практике что-то вот использовать. Спасибо за информацию. Ага, хорошо. Вот дома обязательно, пожалуйста, до следующего вебинара попробуйте вот это вот ухтавачаму. Нет, переживать не надо. Переживать не надо ни в коем случае. Нужно быть просто проинформированным. Э, Пожалуйста. Самое главное быть проинформированным. В этом ваша защита, да? Если вы не знаете, это наоборот опасно, да? Лучше знать, чем не знать. И до следующего вебинара, пожалуйста, посмотрите дома про двухфакторную идентификацию, тоже включите у себя. И если нет антивируса, тоже антивирусы скачайте обязательно. Да, есть такое. Везде, да, свои уязвимости, минусы, опасности есть. Спасибо большое. А, У нас теперь последний вебинар остался в четверг. Вебинар будет про искусственный интеллект и как мы можем его использовать в своей работе. Обязательно приходите, будет очень интересно и полезно вам. Спасибо вам большое за активность, за участие. Да, Я думаю, спасибо вам большое, Канакей, также за очень спасибо. интересную, да, познавательную, как уже наши участницы отметили, интересный вебинар. Тогда мы встречаемся в четверг, 24-го, да, по этой же ссылке. Всех ждем. Спокойной ночи. Спокойной ночи всем, хорошего отдыха. Мгм, спасибо. Спасибо, спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Рахмат.